Деньги под зарплату в Казахстане могут запретить. С такой инициативой выступил финансовый регулятор. По мнению экспертов, агентства по регулированию и развитию финрынка, краткосрочные займы усиливают закредитованность населения. Правда, в ассоциации Казфинтех с этим не согласны, приводя свои аргументы в пользу кредитов сроком на месяц. Обе стороны выслушал Дильмурат Муталипов. Еще в конце текущего года агентство по регулированию и развитию финансового рынка выходило с предложением запретить в Казахстане проект «Деньги под зарплату». Ведомство мотивировало это тем, что такие онлайн-микрокредиты выдаются дистанционно, зачастую без проведения надлежащей идентификации заемщика и оценки его платежеспособности. Эта инициатива обсуждается, а потом она выносится, называется открытое обсуждение. То есть там любые нормативно-правовые акты, любые законы, они выносятся на открытое обсуждение с населением и с рынком. Дается еще заключение с Ассоциацией финансистов Казахстана и МПП «Атамике». Вот сейчас проект находится на стадии обсуждения как раз с игроками рынка. Только за 2022-2023 годы РРФР лишила лицензии 6 микрокредитных компаний. Все они нарушали правила выдачи краткосрочных займов, где-то имелись факты завышенной ставки, фиксировали случаи необоснованного отказа от предоставления льготного графика платежей. В свою очередь, ассоциация Казфинтех, которая курирует выдачу онлайн-микрозаймов, говорит, что под их ведомством 18 МФО, которые работают в правовом поле. А сам проект «Деньги под зарплату» нужен казахстанцам, и рубить с плеча не стоит. Этот продукт востребован и он нужен. У потребителей должен быть выбор всегда. Потому что есть разные жизненные ситуации. Когда мы, например, хотим профинансировать покупку недвижимости, мы берем ипотеку. Когда нам нужна рассрочка, мы берем обычно банковский кредит, чтобы какой-то товар взять. Но есть определенные жизненные ситуации, когда сумма нужна очень маленькая и на очень короткий срок. Соответственно, в этом случае потребители, как правило, обращаются в МФО. А вот что думают сами казахстанцы о проекте «Деньги под зарплату». В Алматы было опрошено около 20 респондентов. Думаю, что если бы микрозаймов не было бы, люди бы не занимали, и не было бы кредитов, наверное, их было бы меньше. Государство же регулирует размер, объем таких займов. В принципе, можно. Можно, но это не должно быть грабительство. Они дают свои плюсы и так же и минусы. Я считаю, что многие недобросовестно получают эти микрозаймы, и потом на их близких ложится ответственность. Стоит отметить, что в Казахстане по некоторым данным работает около 70 компаний, выдающих займы до 45 дней на сумму, не превышающей 180 тысяч тенге. Из них часть трудится нелегально, говорят в ассоциации Казфинтех. И вот они, по мнению экспертов, нарушают условия и портят статистику. Однако ВРФР заверяет, что цифры некорректные. В республике, по мнению регулятора, нет ни одного игрока, который бы работал в тени. Но при этом статистика неумолимо регистрирует, что на отечественном рынке онлайн-микрозаймов растет армия должников. По официальным данным агентства регулирования и развития финансового рынка, за 10 месяцев прошлого года 300 тысяч казахстанцев имели проблемные онлайн-микрокредиты. Общая сумма